поняли, не поняли ничего. Теперь попытаюсь вам объяснить, рассказать на вашем, на русском языке. Так, ну как известно, ребята, мы знаем о 3 мирах. Правильно? Правильно. Мы знаем, где находится нижний мир. Это внизу, там, где ад, там, где солнце не светит. Правильно? Мы знаем, где находится рай, примерно на небесах, в облаках и так далее. Правильно? И мы знаем, некоторые не знают, что мы живем в серединном мире. То есть в это время, в этом месте. Вот. И каждому человеку на земле Всевышние, они называется, дали 3 кута. Что такое кут? Кут это разделяется на 3 категории. На 3 категории. Первое, то, что нам дают родители, то есть предки наши. Этот кут называется на родном якутском Ие-кут. Ие это переводится как мать. Каждого человека в этом мире рождает мать. Творит отец. Правильно? Благодаря отцу и матери мы появляемся на серединном мире. Вот. Это 2 человека сделали тебя и твоих братьев, сестер в этом серединном мире со своими генами, которые принесли с далеких времен. Правильно? Тут спору нету. Вот. То есть, иными научными словами, генетическая память переводится как Ие-кут. Вот. Это первый кут. Без этого мы не рождаемся. Вот. Второй кут. Ие-кут относится к серединному миру, чтобы ты появился именно здесь, именно в это время и в это место. Вот. А второй кут называется Бор-кут. Бор переводится как с якутского, ну, немножко по-прямому сказать, это почва или земля. Бор-кут. Мы ходим по земле, не в облаках. Асфальт положен на земле, на болоте и так далее, и так далее. Мы все время питаемся из земли. Правильно? Пшеница растет, из него делаем хлеб, вот, трава растет, деревья растут. Начало деревьев, каждое деревье, каждое растение из-под земли. Соответственно, под землей находится что? На нижнем мире. Соответственно, мы питаемся плодами из корня, из нижнего мира. Каждый человек есть, едит, на еде использует самое хорошее, например, мясо, которое добыто или покупали из магазина, она питалась только травой. А трава росла из-под земли, там, где солнце не видно, не светит солнце, то есть из нижнего мира. Иными словами, хочу сказать, что здоровье мы берем правильно, из нижнего мира. Тут спору нет. Правильно? Правильно. То есть нам родители дали тебя со своим именем, со своим полом, вот, генетической памятью, правильно? И чтобы ты питался, который дарит нижний мир, все плоды, растения и так далее. Вот.
И приходит очередь третьего кута. По-якутски называется салгын кут. Салгын переводится как воздух. И этот кут приходит к нам только в середине, дают нам, вернее, Всевышние, в серединном мире. В серединном мире и дается оно временно. Когда мы умираем, человек не дышит, то есть воздухом не пользуется, отбирают, человек умирает. Так, еще можно точно сказать, что Боркут – это тело человека, правильно? Правильно. А Иекут переводится как душа человека. А Салгынкут – это значит дух человека. Здоровому телу здоровый дух. Вот. Многие сейчас считают, что Салгынкут – дух человека. И говорят же, духом слабый, говорят еще, русским духом пахнет и так далее. В кавычки. И этим самым мы пользуемся в данный момент, очень сильно пользуемся и развиваем только тело. Например, женщины увеличивают там зад, грудь, там обязательно это тело должно находиться в шубе, обязательно в новых шапошках, обязательно на Мерседесе новеньком, красном или вишневым цветом. То есть мы сейчас в срединном мире живем только для себя. Обязательно курортик, Майами, Дубай. Вода везде вода. Правильно? Нет, нам нужно солнце, обязательно в Дубае, там загар какой-то крутой должен быть. Это вульгарное такое отношение переросла. И все мы должны иметь только одного. Здоровья желаем человеку и много денег. А больше нам ни хрена и не нужно. Правильно? Многие так считают. 99% только так и считают. На самом деле это, ребята, неправильно. Мы не развиваем свой дух. Салгынкут. Не развиваем. А что такое Салгынкут? Что он помимо воздуха и все, что ли? Нет. Тут самое главное. Мы должны развивать Салгынкут, то есть дух. Это, во-первых, вера. В любой нации есть вера своя. Не буду перечислять, веры много. Каждому национальностью соответствующая вера. Правильно? Вот. Не только вера, но и Салгынкут – это связь с Всевышним. У якутов, народа Саха, чтит традиции спокон веков. Спокон веков, когда еще племена были только. Когда еще охотились на мамонтов. Якутский народ, народ Саха, почитает и преклоняется солнцу и к огню, дух огня. Огонь открытый – это, прямо сказать, Wi-Fi роутер. Никакой обряд без огня не происходит. Пускай это шаман, пускай это охотник, обычный человек, ходящий двум ногам по земле родной, чтит, угощает огонь. И вам советую, ребята, когда на охоте, на рыбалке, берите много водки, берите много угощений и кормите огонь перед началом трапезы. Понимаете? У каждого населенного пункта, у каждого, даже у якутов, как открыл дверь,
там тоже есть свой дух. Ичи называется. Ичи живут только в серединном мире. И они владеют только своим территорией, своей позицией. Если не чтить и не кормить, и им не преклоняться, они палки колеса всякими образами дают о себе знать. Вот. Простому духовному человеку не дадут соответствующие результаты при охоте, при рыбалке, даже поездке. Так что у каждой границы нашей республики есть обрядные деревья, березы, там обязательно ладушки даем, преклоняемся, общаемся духами, дай дорогу нам хорошую, зеленый свет, чтобы доехали, чтобы прибыли обратно, по пути ничего не случилось. Говорим просто так, как говорю я сейчас. Вот. Таким путем мы общаемся и с природой, и ичи. Таким же образом охотник преклоняется духу ичи Баянай. Баянай. Представляют много вариантов, в принципе, но он дедушка, не бабушка, то есть оно. Дедушка, вот, который очень мудрый, который очень, ну, он богатый. Все звери, все птицы в его распоряжении. Вот. И к нему преклоняемся, разжигаем огонь, костерчик, даем не спиртовое, а именно то, что жена приготовила перед отправкой на охоту. Преклоняемся духу огня, и в связи, благодаря духу огня, переходим, алгыс проводим, переходим постепенно к духу Баяная, обращение человека, охотника Баяная. Дай нам лося хорошего пожирнее, чтобы все благополучно было, дай нам хорошую дорогу, хорошую погоду и так далее. Баянай услышит, Баянай слышит. Тут нет никаких рамок, обязательно должно быть таким, обязательно должно быть такое слово, тут нету. Приведу пример. 4 года назад мой один хороший знакомый, национальности русский, живет на Урале, потомственный охотник, рыбак, перестал ловить и добывать. У него закрылись перед носом двери. Что-то он в последнее время, ну никак, не фартовый стал. Звонит по поводу оберега, спрашивает, что почем. Ну, стоимость оберега 7 рублей до сих пор, с тех времен не менялась, я сказал так. И разговор длился очень долго, наше удивление, и человек стал интересоваться, почему, в чем причина. До этого я спокойно охотился, до этого я спокойно рыбачил, все добывал, все приносил, был фартовый. В чем дело, спрашиваете? Ну, посоветовал. Много человек совершает грехов. Что-то не так сделал, порубил слишком много дров и так далее. Как говорится, наломал дров. Вот. Давай, покорми огонь, правое колено в землю пусти, преклонись к костру и говори своим языком. И проси прощения. Вот. Получается, если переводить из якутского на русский, алыгн, то есть извини меня, как переводится, ну грубо. Вот. Так и скажи просто, но искренне, от всей души. Не обманывай себя. Тогда Ичи Баянай услышит тебя, сказал. Так и сделал.
преклонился, а ночью пришел его дед, улыбался, обнимал, приснился на избе. Улыбался, обнимал, проснулся, настрелял столько гусей, настрелял столько уток, еще придачу кабанчик, по-моему, или косуля. Короче, из леса вышел еле-еле. Вот, приходит домой, жена радостная, но он живет в деревне. Всем раздал, все хвалят, все благодарят. Такое удовольствие, да, действительно, не только у нас, но и по всей России люди делят друг друга радостью, пищей, делятся. Вот. И радостный такой, приходит время осени, рыбалки, пошел на рыбалку, там уже знакомые ситуации, преклонил правое колено на костре, покормил, давай рыбку. Спиннинг, не спиннинг, сети пустые, что-то не то, дождь льет, погода нелетная и так далее, и так далее. Ну, что-то не так. Приходя обратно домой, и мне звонят. Два. Что-то Баянай в чем-то ошибся, или я ошибся, что-то рыбой не угощал. Что такое, спрашивает. А у воды, ребята, совсем другой Баянай. Его зовут Кёхболлох, что переводится, не знаю, как переводится, трудно переводить. То есть это, ну, можно сказать, ну вот, в голове где-то гуляет близко. То ли Майдадырку, то ли мультик даже был в Советском Союзе. Подзабыл, извините, ребята. Но по-нашему, по-якутскому, Кёхболлох. Вот. То есть водный мир, Баянай не владеет. Он сухопутный. Вот. Пришел обратно через неделю на рыбалку, совершенно трезвый, да, со всеми раскаяниями, со всей души. Попросил у Кёхболлоха, правое колено пустил тоже, перед огнем попросил, порадуй человека и так далее. Таймень половил. Да, странно, скажете все. На самом деле не странно. Таким образом, общаемся мы с природой, а природу создали не люди, правильно? Правильно, люди только умеют садить деревья и все. И то деревья не искусственные, а природные. То есть создано Всевышними. Они. Вот. Идем дальше. Ну, ребята, посчитали, да? 3 духа, Салгынкут, Якут, Боркут. Вот. И насчет духа, Салгынкут. Что это такое еще раз? Мы не развиваем эту сторону. Салгын — это воздух. Воздух — это информация космическая, можно сказать. Нужно даже сказать. Некоторые владеют там слишком, не слишком, а просто увлекаются, занимает много времени и специально действуют. Ну, гипнотизируют там. И у каждого человека есть интуиция. Особенно у женщин. Интуиция, правое полушарие больше работает. Женская интуиция никогда не подвела. Так говорят же. Но вот поэтому эта интуиция развивается путем воздуха. Воздух мы дышим. И интуитивно делаем то, что сделано, дано нам предками. Правильно? Если он пойдет туда, значит интуитивно он выйдет здесь. Правильно? Я интуицией только думаю так. Приходит туда, встречает человека. Вот. Пример так. И третьему можно сказать вера. Ну вот тут, ребята,
У каждой национальности, тут очень много национальностей сидят, смотрят, ругаются даже. Всем привет. Вот. И вот у каждого народа, у каждого национальности покон веков есть традиции и веры. Вот. И в основном у славян давным-давно была вера солнцепоклонников. Солнцепоклонники до сих пор есть они. Это, ребята, скажу я вам, отчасти, ну там всякие секты и так далее, это не то. Это не то. Это то, что тебе дано спокон веков, значит, это твоя душа. Состояние души человека в результате объединения трех кутов. Кут. Искут. Вот. Что хотел еще добавить? Ну, надо развивать нам все эти куты. Вот. Не только обогатить свое тело, вот, а именно благодаря Салгын-куту мы и должны друг к другу относиться с миром. Доброжелательность, радость, а именно доброжелательность, это очень хорошо чужому человеку, вот, которого никогда не видел. Здорово, здорово, привет, привет, здравия желать и так далее, и так далее. Из этого мы в последнее время, сейчас наше время, это уже исчезло буквально. Все полезли в ТикТок, в Ютубе, больше ничего не знаем. Вся квартира в долларах, еврох, там мисками икру руками едим. Это идиотство. И еще могу сказать, должен сказать, это скотство. Уровень человека как скота. Вон собака лежит у меня во дворе. Что он делает? Утром встает, писает, на обеде едит, обед, приглашаешь, давай иди сюда, обедать, обедает. Вот. Поел, пошел, пописал, обратно лег на свое место. И вдруг тут человек проходит незнакомый, гав, гав. И все, уснул. Это означает, что он поработал, что в этом дворе есть собака, злая, не злая, но есть, но свою работу он выполнил, гав, и все, обратно уснул. Такой уровень жизни многих людей в данный момент практически у каждого. Мы живем сейчас во времена господства денег. Правильно? Ради денег мы работаем, ради денег мы даем взятки, ради денег мы, я не знаю, что плохое делается ради денег. Ради денег, ради увеличения груди или задницы даем денег. Вот. На самом деле, это и считается самым низким уровнем жизни. Правильно? И эти воспитанные в таком мире, в таком атмосфере, многие люди в этом живут и ругают все. Завидуют, и эта зависть вырастает и ругают все абсолютно. Потому что у них нету такого. Потому что они хотят, но не могут себе позволить такого. Вот поэтому они ругают. Лишь бы плохо ему было, лишь бы там туда-сюда, хочу материться, но не буду. Вот. А почему ты такой? Это, дорогой друг, твои проблемы, не наши. Мы не виноваты в том, что ты живешь в таком плохом доме, в помойке буквально, на букву Г. И
Мы не виноваты, что ты превратился на буквы Г со словом с буквой О. Правильно? Если хочешь изменить мир вокруг себя, во-первых, измени сам. Меняйся сам. Во-первых. Не ругайся, не ругай других, не завидуй, а сам изменись. Почему ты живешь в такой рухляде? Иди, сделай себе новый дом, построй. Живи как человек, работай. Зачем тебе выпивать тонны спиртного? Зачем? Зачем тебе жить от пятницы до пятницы, от зарплаты до зарплаты? Измени сам. Вот и все. В этом мире разрешено все. Нету ни законов, нету никаких преград. Нету. Тут твоя проблема. Думаешь не о том. И все. А думай о хорошем, о настоящем. Не лги себе, не лги. Зачем лгать себе? Себя обманывай. Ну, обманывай себя, живи с пятницы до пятницы. Нам-то какое дело? Правильно? Вот. Никто не берет ответственность, что у тебя там какие-то проблемы в связи с чем-то, в связи с том-то. Надо жить, ребята. С утра открыл глазки. Благодари. Благодари своих предков. То, что ты в этом мире родился. То, что ты в этом мире родился не собакой, не деревом, не тараканом, вот, а именно человеком. Тебя создали именно человеком. Вот. Так что воспользуйся этим. Тебе дали такую большую возможность. А могли бы тебя родить раком, которые сидят сегодня в ресторане в Москве? Могли бы. Вот. Не только человеческое отношение нас делает человеком. Разница от животного. Одевай там, лучше человека живут собаки в некоторых домах. Знаем, там брошки, там одеяло для собачек, там стрижка своя, гостиница и так далее. Себя мы так не балуем, себя-то можно. А других-то мы, от других. Никто не хочет помогать друг другу. Не желает. Вон беспризорников столько. Вон бомжей сколько. Понимаете? Вот. Так, ну, немножко попытался говорить, рассказать. Вот. Еще немножко хочу остановиться о своем, как говорится, национальности. Ну, как ранее говорил, народ Саха, еще предки наши давних-давних времен. Давних-давних. Вот. И это доказывает наука, ну, всякое нашли тут недалеко отсюда, что первый человек родился именно и даже в вечных мерзлотах сохранился спустя много века, как мумия и так далее. Вот. Наука и политика очень друг друга тесно связаны. Вот. Чтобы народ не забунтовал, наука и это делает. Конечно, не бесплатно. И все, начиная с алфавита, когда пришла письменность, начиная с алфавита, стали искажать умеренно, умышленно, вернее, искажать. Ибо избежать слияния наций, особенно азиатов. Вот. Нации, чтобы они вновь не восстали и создали такую опять золотую орду номер 2.
И только для этого. Но сейчас мы живем в современном мире, вот, разными национальностями, разными, как говорится, цветой кожи, вот, и в мире и согласии живем. В Якутии 143 национальности. Якутия большая, но население маленькое. Нету миллиона. Вот. Вот. Самое главное, должен сказать, что с тех времен, благодаря нашим старшим братьям, мы принесли свой язык, якутский, саха, сахатыла. Якутский язык, вот, благодаря, ну, многие считают, что последние, кто по национальности 80% говорит на родном, это Якутия. Ну, наверное, так, если посчитали. Вот. Если у национальности есть свой родной язык, родной, сохранивший, то у этого народа есть своя культура. А если есть своя культура, есть свой фольклор. Есть свой фольклор, тогда есть свои инструменты для фольклора. Например, варган, всемирно известный. Хомус переводится, якутский. Издает звуки, которые еще никакая электронная техника не достигла. Очень простой инструмент. Варган, хомус. Вот. И, как известно, в быту что нужно? Пользоваться. Да, нужен топор. А до топора у нас был батыя. Хотохон. Для сражений создавались батас длиной 1,5 метра. Рукоять 32 всего. Длинный такой. 4 всадников в одно копье. И в один батас. Резали в старину, когда воевали. Вот. И мы чтим историю, изучаем, знаем благодаря своему языку родному. Сахатылгар. Вот. И наши предки это, благодаря нашим предкам, принесли до наших времен. Соответственно, я потомственный кузнец. Линии матери у меня, раз на то пошло, много удаганов. Немного, а есть удаганки. Удаганки это женщина-шаман. Вот. А с линии отца у меня кузнецы и мастера по дереву. Это предки мои. Вот. Ну, я пошел по стопам отца, как говорится. Можно так сказать. Грубо, конечно, будет. Вот. Вот. После этого считанные тысячелетиями пропорции якутского ножа я передаю и делаю и отправляю по всему миру, включая свою частичку своего сердца, духа и так далее. Отправляю. Человек покупает, радуется, держит настоящий якутский нож. Это настоящий, ребят. Дальше настоящий нету и не будет. Это все. Это то, что надо, это то, что есть. Да, стали разные. Да, стали заморские, лучшие, чтоб по-настоящему был действительно хорошим. Да, к сожалению, технологий России нету такого хорошего. Спустя до 1968 года самый пик был в СССР. Все таблица Менделеева и вся металлургия России несколько раз увеличивала весь мировой запас. Лучшие стали были в России, в СССР. Лучшего качества. К сожалению, спад пошел.
И все. На данный момент, ребята, нечем хвалиться. Ушки да хашки и все. Более других технологий нет. Все лучшие умы ушли в 90-е туда. И там учат в Германии. Лучшие сварщики, лучшие инженеры, конструкторы. Вот, там и живут, там и преподают. В результате, пожалуйста, лучшие стали там. К сожалению. Но это долго продолжаться не будет. И, как говорится, на нашей улице будет праздник. Вот. И сейчас очень хорошо поднимается технология именно якутской стали. Вот. Ребята делают хорошо. Вот. И надеюсь, я в прошлом году, по-моему, да, извлекли сталь. Вот. Килограммов 6. Вот. Искрится. Делает ножи. Кричное железо. Национальное, настоящее. И из этой земли, а не из Украины. Или где-нибудь там. Вот. Такое делает, ребята. Если желаете, пожалуйста, в интернете полным-полно. Республики Саха много, слава богу, кузнецов. В моем селе аж 12 мастерских, 12, которые днем и ночью делают что? Только ножи. Вот. Обращайтесь, кто кому, куда, как, сколько. Ну, это ваше дело. Все. Так что, ребята, на этом закончим, наверное. Только мы выяснили, что у человека есть тело, что у человека есть душа и дух. Если эти три составляющие. А что такое кут? Кут, спросите вы. К-У-Т. Кут, Тимофей. Переводится как наливай. Кут, кутар. Взяли сосуд, вот, налили тут человеку. Ну, как известно, человек около 80% состоит из жидкости, правильно? Тут спора нет. Налили тут свой генетическую память некую и налили тут свое, чтоб тело было, боркут, и ему дали вдохнуть воздухом, чтобы он ожил именно в этом мире. Вот. Салгынкут. Дух. Просыпаемся каждым утром благодаря и вдыхая. Проснулись. Сегодня новый день. И, ребята, постарайтесь меняться сами. У нас слишком много мусора в голове. Бросайте этот телефон подальше. Думайте сами. Больше побывайте на охоте, на природе, с семьей. Ищите своих предков. Даже у нас, в многонациональной республике, много. Не скажешь, что чистокровный якут этот. Не скажешь, что чистокровный русский этот. По всему миру так. Правильно? Но практически все знаем мы прадедов, прапрадедов, прапрабабушек. Знаем. А ты знаешь? Нет? Ищи. Думай. Надо восстановить связь с предками благодаря Салгынкуту. Покормите огонь через Wi-Fi роутер, подключитесь куда угодно. Вот. В этом и заключается магия. Понимаете? Магия. А магия слух. Или думают, или говорят. Чтобы отпустить магию, заражить магию, словом, языком говорят. С помощью воздуха. Высказывают. Например, так. Думайте.
А если твои предки, ну, человек болеет, сейчас болеет, очень много болезней. Почку и печень, там, все. Человек не может, мужик не может делать ребенка. У него убитые сперматозоиды, я не знаю, проблем проблем много и так далее. А вся причина в чем? Которую мы точно знаем. Не могу сказать, что я. В чем причина? Мы занимаемся не тем. Мы гоняемся за деньгами. А должны были изначально, которые нам дала душа, делать то, что продолжать свой род будешь, когда сделаешь только это. Если будешь заниматься только этим, у тебя будет продолжение рода. А если твои предки не согласны с твоим действием, тебя они мучают. Грубо говоря, ДТП, грубо говоря, не видишь, не слышишь, без рук, без ног, мучают. По голове ударят там сверху. На тебе, дурак, учись давай, делай наше дело, продолжай наше дело. Вот поэтому, пока ты этого не дойдешь до такого ответа, тебя будут мучить. Ты будешь жить на букву Г всегда. А остальном ты не нужен. И нафиг нужен такой пельмяшка, пельмешка, пельмянник. Пра-пра-пра-пра. Такой алкоголик. Нафиг им нужен. Понимаете? А если этот пельменник твою фамилию гордо звучит в серединном мире. О, смотри, это мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра внук. Он что делает? Продолжает. Вот, молодец. Дайте ему, давай. Что сделаем? Сына подарим. Давай несколько, давай. Совещайся там наверху. Давай, двойняшку. О, хорошо обмыл, молодец. Ну как растет-то своих сыновей? О, на охоте будет. О, молодец. Давай еще что-нибудь подарим. Давай нашему. А мы-то что? Мы доругаемся. На букву Г. И сами превращаемся в что? Во что, вернее? Сами сказали. Не я. Учтите, это только начало, ребята. Да, надо развивать канал как-то. Правильно, а то обзоры да обзоры. Клиент должен, на мой взгляд, увидеть другую сторону мастера. Я так считаю. Ну, пообщаемся. Пишите в комментариях. Еще что угодно в душе. Если кто хочет найти ответ, пишите в личку по WhatsApp. Знаем, где номер. Вот. И все логично и просто, на самом деле. Логично и просто. Отношение друг друга, человека к человеку, должно быть человеческое, а не животное. Понимаете? Ну все. До новых встреч. В следующий раз будет совсем иная тема. Там уже посмотрим, где раки зимуют. Посмотрим.